Юсуф, алейхиссалям, и мы все знаем эту историю, говорил с папой, говорил со своим отцом. В арабском языке много тонкостей. Частица «ид» обозначает определенное время. То есть в какой-то определенный момент Юсуф, алейхиссалям, говорил со своим отцом. Когда ребенок заговаривает с вами, скорее всего, это происходит по его инициативе. Когда отец разговаривает с ребенком, то это происходит по плану отца. Обычно отец решает, в какое время состоится разговор с ребенком. В этом случае с Юсуфом решал ребенок. Теперь другой случай, о котором мы узнаем из суры Лукман, когда отец разговаривает с сыном. То есть обратная ситуация. Когда разговаривает отец с ребенком и когда разговаривает ребенок с отцом, есть разница. Отец может выбрать, в какое время поговорить с моим ребенком, чтобы он лучше меня слушал. Если ребенок сейчас чем-то занят, или он собирается в школу, или чем-то расстроен, возможно, сейчас не лучшее время для разговора. Выберу-ка я другое время. Но ребенок, разве он различает подходящее и неподходящее время? У кого есть дети, знают, они могут наброситься на нас, даже когда мы говорим по телефону, даже когда мы на работе, беседуем с кем-то, готовим на кухне. Дочка дергает вас за одежду. «Мам, где моя игрушка? Где мой второй сандалик?» Так ведь? Они ведь не думают, что ж, сейчас не лучшее время. Мама разговаривает по двум телефонам сразу, и маленький братик на руках, и на плите что-то горит. Наверное, сейчас не лучшее время, чтобы спрашивать про мою розовую ленточку. Но дети не различают. Они просто говорят. А вы отвечаете: «Можешь подождать? Я сейчас с ума сойду». У всех так. И мы удивляемся, почему ребенок не понимает, когда ко мне можно подходить, когда нельзя. Поэтому первое, что я хочу сказать, родители могут различать подходящее и неподходящее время. Мы умные, мы же взрослые. Дети не могут. Когда бы они не почувствовали что-то или не подумали о чем-то, они это говорят. Они не оценивают. Кажется, сейчас неподходящее время. Они так не делают. Ребенок делает только две вещи. Либо он говорит с вами в любое время, либо перестает разговаривать вообще. Третьего не дано. Они не подумают: «Так, хорошо бы мне распланировать общение с родителями». У них нет этой разумности в плане эмоций. Мы не можем ожидать от детей поведения взрослого человека. Это не взрослые, они всего лишь дети. И в этом аяте Юсуф, алейхиссалям, разговаривал со своим отцом как ребенок, понимаете? Он делал это по своему усмотрению. Он не выбирал время, чтобы поговорить с отцом. Он заговаривал когда угодно, и отец не говорил ему: «Сейчас неподходящее время, давай попозже. Я сейчас занят, я читаю Тору, позже поговорим. Дай мне закончить намаз, закончить сунну, потом поговорим. Подожди, я готовлю еду, я работаю». Нет, он присел и начал слушать. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что в обществе, особенно в обществе, где присутствуют разные элементы и силы, отдаляющие людей от ислама, одна из вещей, которую мы обязательно должны сделать, это стать хорошими слушателями своих детей, когда бы им это ни понадобилось. Что же это значит? Давайте подумаем. Как родитель, я для себя решил, когда прихожу домой, я выключаю свой мобильник. Мои звонки заканчиваются в машине по дороге домой. Вся переписка по телефону также прекращается, как только я вхожу в дом, потому что дети набросятся на меня, начнут задавать мне вопросы, рассказывать то, что важно и что не важно, но это не важно. Нужно, чтобы они чувствовали, когда бы и что бы они мне ни сказали, я буду слушать. Для них это очень важно. У меня 6 детей. Один подойдет с поделкой, другой с какой-то коробочкой, третий согнул соломинку и считает это самой потрясающей вещью, которую он когда-либо делал. И я никогда не скажу им: «В следующий раз принеси что-нибудь посерьезнее» или «Не трать мое время». Нет, мне нужно сделать так, чтобы они чувствовали: я здесь, чтобы их услышать.